Так, всем привет. Просили записать купу. На купе сегодня будет играть ГПК. По закупу у вас всегда 4 ветки танго Ферик. Пошел на купе, посвятился в миду. Типа то, что он без варда. Сейчас развернутся, нажмут смог и пойдут во врагов просто. Поставят куда-нибудь обс более такой глубокий. Да, вот. Дальше просто будешь ждать, им бы раздровили кого-то и сделают килл. Скиллпоинт не тратят, чтобы если вдруг в него нападут, смог качать блинк. Если нет, то просто Панглиера вкачает первый спелл. В Панглиера матчап супер фри. Можно просто максить кортик. В матчапы какие-нибудь потяжелее можете брать кортик в 2 и дальше вмакшивать третий. И чтобы, качаться, короче. Вот. Во фри матчапы можно просто вот так вот, как делает ГПК, вставать в упор к пачке, кидать кортик и редкликать самого Панглиера ПКД просто. Вот сейчас тоже такая потная фишка. Ну, это дефолт, конечно, для мидеров, для потных, но на лоу-пресс так делать очень мало. Вот на 0.5 посмотрим. Остается там чуть, на 2 тычки, он переагривает резко в моменте. Панглиер не хватает урона, чтобы задонаить, и в итоге копа добивает. Вот тоже там берите на заметку себе. Дальше просто будет мид строиться на том, что он ПКД кидает кортик, максит кортик и просто пробивает этого Панглиера. Вот на втором левеле скиллпот не тратит, просто чтобы, если что, вдруг блинкануться нужно будет, допустим, либо чтобы добить там Панглиера, либо чтобы, если сейчас вдруг, резко сап побежит, да, либо анлак какой-то произойдет, да, или там вообще, что угодно, не качает спелл пока что никакой. Если вдруг понадобится добить крипа, вкачает скрим, вот, или также понадобится добить Панглиера в упор, да, вкачает скрим. Просто пытается донать как-то. Линию ему здесь ставить не нужно, потому что он, просто мега сильный. Вот, вкачивает третий просто, чтобы добить крипа и пробить Панглиера. Линия может стоять, как угодно у него. Конечно, лучше будет, если она будет стоять у него на ХГ, но в целом, если она какое-то время простоит тут, ничего не изменится, потому что ему главное кидать кортик пока, да. Сейчас кортик пока что не кидает, вот в этом моменте. Он в него не кидает кортик. Почему? Потому что он хочет сейчас дапать левел 3, потому что одного крипа не хватает, и уже кинуть кортик в 2 в этого самого Панглиера, от которого ему будет больнее намного. Вот и как только апает левел 2, сразу же кидает кортик. Вот дальше прилетает ботл. Сейчас нужно будет законтролить водичку. Этого крипа он, наверное, не добьет. Да. Контролит водичку, сразу же докупает себе... Будет доводить себе, наверное, не фулл нулик, а просто вот эти вот 2 шмоточки. Просто чтобы статы были. Я бы на его месте, конечно, нулик накопил бы с этой пачки просто с кайфом и всем. Странное решение, но кто я такой, чтобы осуждать ГПК, правильно? Вот просто стоит по центру пачки, чтобы он и в воде смог крипов добивать в этой части, и в этой части, чтобы тоже мог мешать Панглиеру. Вот, пока его просто пробивает, не дает ему дышать. Возможно, получится как-нибудь убить. Донес все центры, снял ему еще и опс вообще с кайфом. И опс он побежал снимать не сразу, как его увидел, а именно подождал, пока Панглиер вот сюда за тавер уйдет, и только потом побежал сразу же снимать. Но на 4-м левеле всегда блинк, на 3-м левеле всегда кортик 2 в любой вообще абсолютно матчап. Если матчап, на котором вас могут убить, на там первых левелах, в какого-нибудь SF или шварка и так далее, можете до конца держать скиллпоинт то есть еще даже на 3-м левеле держать скиллпоинт на блинк, и только уже на 4-м вкачивать скрим плюс блинк. Вот. Здесь к нему выходит сейф контролить водичку. И в боте выходит контролить водичку Рубик. У Копы сейчас будет блинк, чтобы законтролить. Он это может себе позволить, потому что у него есть ферик. Наверное, даже если бы Панглиер попал первым спеллом, он бы выжил, из-за ферика и 2 зарядов еще батла. Поэтому он здесь никак не рисковал, сделал все правильно. Панглиер без ресов, и сейчас, скорее всего, просто под глиф умрет. Да. Здесь он тоже очень плотно сделал. Он просто подменял блинк, потому что знал то, что Панглиер захочет заранее нажать второй спелл, чтобы щит получить под то, как копа блинканется. Поэтому подменял блинк. И сразу же бежит на базу, не теряя времени, чтобы пачку не потерять, не стоять на лоу хп, и экспить ее просто. Сразу же побежал на базу, пока юзает блинк. И потерял всего лишь одного крипа.
но при этом он здесь фуловый теперь. А так бы он был лоу хп, и Пангалиер бы смог покачаться. А так он опять будет Пангалиера напрягать. Вот дальше покупать все стики и купил сетапок просто для МСа. Апает левел 6 быстрый, достаточно из-за того, что килл сделал в миду. Просто качается, Пангалиера выгоняет с линии и ждет активку. Выпала хоста, с хостой можно будет Пангалиера убить даже вот в этой где-нибудь зоне, если опс поставят, либо сапы его просто покажут. А пока будет просто, опять же, качаться и редкликать крипов. Дальше будет покупать ПТ. И дальше вы после ПТ смотрите, что вам купить. Это либо, БМ накач, либо КСАша, чтобы просто, доминировать, чтобы у вас была мана бесконечная, были ресы бесконечные, было больше урона, если вы, больше денег скиллов лутаете. То есть здесь Квапа больше денег лутает скиллов, поэтому она себе, взяла бы в дефолтной игре Кайосашу, но так как тут Сайленсер с глобалом своим, да, и Фурион, скорее всего, Орчит МБ будет брать, здесь Квапа будет все, скорее всего, брать Юл просто. Просто чтобы все это спурживать. Так, здесь спокойненько всех убил. Как я и говорил, просто показали Пангалиера с сапы. Я сразу же туда на копе побежал. Вот, потом, не теряя времени, нажал ТП на базу. И чтобы остановить ресы, под next тап Пангалиера, чтобы опять же в мид прийти фуловым и опять напрягать Пангалиера. И не давать ему вообще играть в компьютер. Опять в миду даже ни одного крипа уже не потерял вроде как. За исключением Ранжан, но там... Ранжа вроде Бэйн добил, но не суть. Даже если он одного крипа потерял, это не важно. Главное, что он фуловый пришел. И сейчас под активку он будет максимально фуловый. Также на копе можете себе таскать Clarity, если вы по КД спамите кортиком на линии, потому что вы должны всегда быть фуловыми, чтобы вам в случае чего хватило маны и на ульт, и на там 2 скрима, и на 2 кортика, и при этом еще у вас должна мана, чтобы блинкаться. Вот. Поэтому очень важно всегда быть фуловым по мане. Здесь по-потному отменяет тычки, чтобы Сайленсер не заднаил. Здесь как будто бы ему нужно было сначала нажать третий и потом дать тычку, а то так просто третий прилетел после тычки, и Сайленсер успел задонать. Наверное, нужно было ему сначала давать третий, потом тычку. Вот. Но опять же, кто я такой, чтобы судить ГПК, но все равно, как будто здесь он чуть-чуть не доиграл. Просто качается здесь, потому что, на других линиях он не нужен. В топе сейчас вышка и так упадет. Да, вот она упала. И в боте он не нужен, потому что там, и так все хорошо. Он лучше просто будет дальше напрягать спокойненько этого Пангалиера с кайфом. И просто качаться до своей, там, Кая либо Юла. Скорее всего, Юла. И уже потом будет делать какие-то мувы там под активку next на 10-й уже минуте. Пошел, захватил смотрителя. Скорее всего, он просто хотел в топе помочь, но спалился на смотрителе, поэтому развернулся. Вот и ждет next активку. Дальше, если она заспамится в боте, можно просто чекнуть, есть ли здесь стаки. Да, стаки здесь оказываются, сейчас их просто будет качать. Если будут отжимать иншей, в иншей, если их много, можно даже в них ультануть. Вот. Сейчас посмотрим, будут ли они еще иншей контестить. Наверное, их дефать придут, да, их пришли дефать, поэтому контестить иншей он не будет. Приходит в бот теперь уже с регенкой, чтобы добрать последнюю Т1 вышку. Убивать Бримастера, Пангалиер ультует. Нужно будет сейчас чуть подвыйти и отрегениться с помощью руны. Нажимает регенку. Времени не теряет, АФК не стоит здесь, просто не в кустах регенится, оно подкачивается себе аккуратненько. Сразу же третьим добивает крипов в новижне и сразу же блинкуется дальше. Опять же, чтобы максимально экономить время, максимально делать, максимально свой фарм увеличивать, максимизировать. Берет баунти, смакуется с шаманом. Если вы в паблике играете на лоу ПТС, можете колить. Сапу это делать, либо самому смог покупать и выходить там в спину вот так вот врагам, как сейчас они будут делать. Сейчас здесь найдут 100% какой-то килл, находят сайленсера. И теперь уже точно откроют спокойненько вышку и побегут контролить активку на 12-й. Активка контролится, забирают супер раннего Рошана, потому что у них тут змейки и ликан. Но если у вас драфт не такой прям мега мощный, чтобы убивать Рошана, можете в таких играх, если доминируете, забирать Рошана после 15 минуты, когда уже будут какие-то шмотки.
Вот, и левелапа больше. Так как тут они могут себе позволить настолько раннего Рошана, они это делают. Но зачастую драфты немножечко другие. Поэтому Рошана забирать нужно просто, главное, до 20-й забрать. Ну, в идеале, чтобы второй Рошан заспавнился там до, ну, к 25-й, чтобы вы уже со вторым Рошаном, с баннером пошли под катапу ломать ХГ врагам. Ну, либо вышки просто какие-то. Нашли килл. Купил Юла на себя. Еще, если заметили, он когда бегает с ПТ на силу, когда просто ничего не делает, передвигается по карте. Когда он качает крипов, либо восстанавливает рессы, бегает с ПТ на ловкость, и когда нажимает кнопки, соответственно, переключает ПТ на интеллект. Вот это чтобы, ну, максимально просто использовать, ну, импактор ПТ. То есть он когда тупо бегает, ставит на силу, потому что если вдруг в него нападут, у него от вот этой ПТшки будут экстра ХП от вот этих 10 силы просто, и это может его спасти. Дальше не торопятся, хотят докачать там какие-нибудь шмотки, подождать активку. Могут, конечно, попробовать в боте отжать... Могли попробовать в боте отжать Виздом на 14-й, но, видимо, посчитали, что под глобал это опасно слишком. Плюс ульты у Ликана нету. Поэтому просто ждут активку спокойненько и качают Каю Сашу на копе. Ну, хотя бы Каю. Качается аккуратненько, уже начинает качаться более агрессивно, так как они врагов максимально зажали по карте. Уже начинают у врагов кемпы отбирать, а не свои кемпы тупо качать, да, которые у Т2. Он идет именно вражеский качать, чтобы Панглер их не закачал там, или там Брюмастер, Фурион и так далее. Вот, аккуратненько закачивает. Потом сразу же бежит на мид пачку. И он, когда качается вот здесь вот, он максимально близко и команде, и в случае чего и он подойдет к команде помочь, и команда к нему сможет подойти до того, как, ну, либо те начнут умирать. Поэтому он сейчас, ну, все максимально идеально делает, так скажем. Максимально стрейфуется близко к команде, стараясь, чтобы прям на ренже блинка стоять. Вот, кемп докачал, пошел опять скипать пачку в миду. То есть они по КД толкают просто линии. Здесь он может себе позволить так наглеть, потому что под ним бэн, и он с руны, считай, с Юлом. Поэтому находит себе фрикил, качает пачку, Т2 в топе упала. Дальше можно либо пойти через бот, потому что через мид чуть опасненько. Но если найдут какой-нибудь килл, можно и через мид. Вот. Сейчас МБ в боте всех убьет. Не, ладно, там белка умерла. Поэтому просто отменяется телепорт. Идет контроль активку, и сейчас МБ с Ликаном просто Т2 в миду добьют. Либо будут ждать там тиммейтов, чтобы добить его. Так или иначе, когда у них сейчас есть инфа о том, что нету ролла Пангалера и нету ульты Брюмастера, то они могут себе позволить сейчас через мид уже заходить, а не бот 1000 лет сплитить. Сейчас самое выгодное решение — это играть под топом и под мидом и забирать Т2 в миду, потому что пока они сейчас вернутся в бот и толкнут оттуда линию, кнопки уже откатятся. А в топе, ну, линия, ну, пушится очень быстро. Так, ну, здесь враги, видимо, прочитали этот мув, то, что Копа будет играть под мидом и пушить мид, поэтому с финсгриппом на Рубике спокойненько напали и убили Квапу. Сейчас как Квапа апнется, уже нету глобала, уже 100% пойдут забирать мид, и тем более под Аркейн руны. Нажал Аркейн руну перед телепортом, чтобы... телепорт, ну, кэдэшился просто очень мало. Если сейчас здесь начнется файт, у него Аркейн все еще действует, кнопки тоже будут кэдэшиться очень мало. Талик на 10-м он скипает и вымагшивает после 3-го блинк. Талик особо ничего не дает, там левый талик на 7 силы и правый талик на атак спид под героев под кортиком. Вот это ему особо не нужно, поэтому просто, ну, максит спелла. В миду тауэр упал, законтролил активку и побежал скипать бот. Единственная линия, которая не запушена, по КД скипает линии, по КД качается. Сейчас не форсят ничего, потому что хотят, ну, докачать Каю Сашу на копе и, ну, другие какие-то шмотки на остальных героях. Остальные играют по топ, потому что... Ну, Ликан играет по топ, потому что он там хочет забрать Торма. В это же время
остальные герои Radiant понимают, что на Торме они не нужны, и они идут вот сюда вот, чтобы поймать здесь врага, который сейчас будет, зная то, что враги, команда Radiant забирает Торментора, здесь чела пытаются прочитать на пуше какой-нибудь здесь линии, либо на каче кемпов вот здесь вот. Поэтому они могут спот бот. Ну и опять же, плюс бот нужно просто отпушить. Вот. Замечают там Брюмастера Бейн, и сейчас этого Бейна, этого Брюмастера, может быть, убьют. Убивают? А, не убивают, он ультанул. Но все равно ульт выбили, это тоже очень хорошо. В это время Ликан в соло забирает Торментора. Ну, не в соло там с шаманом, но Люкану с доминатором не нужен особо сап, чтобы забрать Торма, он его и в соло можешь забрать. Дальше просто ПКД отпушивает бот, чтобы забрать, если что, последний Т2. Плюс сейчас будут отжимать Виздом на 21 у врагов. И под катапу сейчас с кайфом спушит Т2 просто. Ну, попытаются спушить. Да, отжимает Виздом, огромный левел. Бейн в это время решил тэпнуться, забрать, ну, Виздом на стороне Radiant. Т2 падает. Дальше просто будут ждать Next Рошана. Ну, он уже заспавнился, они будут его хотеть забрать и уже с баннером захейтить на ХГ. Вот пока что они ХГ не форсят, потому что там и кнопки есть, и можно на копе еще Шиву докачать с кайфиком. Да, вот забирают Рошана, Рошан рычит, поэтому отходят и смакуются, чтобы враги сейчас, ну, застать врасплох врагов, которые сейчас решили со смока обойти Radiant и Врошпит, да. В итоге сейчас получится, что они друг друга обойдут просто, и, ну, Radiant убьют Дайр просто. Они сейчас разревилятся, наверное, да, вот Рубика разревилили. Квапа блинковаться не торопится, чтобы, если что, вот в этом лесу еще кого-то найти. Да, вот, находит в итоге Брюмастера. Она максимально правильно сделала, что сразу не разревилилась, а пошла, ну, в смоке дальше искать героев еще. Вот, находит героя, находит еще и Сайленсера, вообще кайф. Сейчас просто за фри заберут Рошана. Квапе Рошан не нужен, ну, Аегис. Рошан дэмэджа тоже у нее не супер много, поэтому просто идет отпушивать топ, чтобы враги Т1 не сломали, и, ну, чтобы потом легче было делать мега крипов. Тут чуть ошиблась, конечно, что вот так вот прям слишком агрессивно пошла. Но в целом умереть она не могла, наверное, потому что там по Нглиеру негде заролить ее, прям, чтобы за чейн станет ее. Вот. Поэтому, ну, могла себе это позволить, но все равно, так, наверное, не стоило так делать ему. Вот, отпушил с кайфиком топ, стакнул себя. Сейчас будет докачивать Шиву. Команда тоже что-нибудь докачает, и уже с Шивой пойдут на ХГ заходить с баннером, с Шивой. МБ даже Копа успеет левел 18 дапать, потому что она тут соло экспо лутает. Прокачивает, сразу же, ну, форсит этого убивать Фуриона, поэтому помогая сюда тэпается. Убивают его, и дальше будут просто заходить, либо, ну, уже заходить, либо, ну, подождут 200 голды Шиву. Да, ждут 200 голды Шиву плюс активка. Сейчас можно пойти просто продать стик и купить Шиву себе. Но он что-то решил стики оставить, наверное, зачем-то. И я бы на его месте просто бы не пошел бы на эти кемпы, а пошел бы вот сюда вот, сельнул бы стики, купил бы Шиву и уже был бы вот здесь вот с командой. Но, видимо, у него какой-то другой план. Видимо, не хотели сразу форсить, поэтому он может себе позволить покачаться. Вот, а не сразу к команде пойти. Вот, поэтому, ну, не ошибка, это понятное дело. Может, даже лучше, что он покачался в своем лесу, а не к команде пошел качаться вместе с ней. Здесь все еще не форсит. Но не, все-таки. Я думал, они подождут Виздом на 28-й, и после уже Виздома пойдут форсить. Но тут решили просто под змейки, под баннер спушить. Но как будто им еще ответить могут просто враги. Очень хороший ульта от Копы, и, в принципе, хороший влет. Рубик бейбэк, и просто отходит сейчас. Сейчас заберет Виздом на Копе с кайфиком. По талантам всегда берете левый, правый, левый. Ну, вообще на 15-м такой талик спорный. Иногда можете взять и левый талик, если там как-то, ну, с руки побить хотите. Но, ну, зачастую все равно правый. Вот после Шивы у вас очень много вариантов, что купить. Можете в сейф шмотку, то есть там БКБ линку купить. Можете купить Аган.
можете купить Актрин. Аган это в основном на такие лонг-файты, по типу, где когда все герои жирные, и файты очень долго длятся, либо в каких-нибудь там иллюзионистов, самонеров, там, или в мипа какого-нибудь, да. Но я не очень уверен, прокает ли с иллюзий вот этот Аган, ну, то есть скримы от Агана при конце этого, при конце кортика. Если знаете, можете, ну, там, меня поправить. Вот, я в этом не уверен. Вот, но вот у мипа точно прокают эти скримы под конец кортиком. Вот здесь уже спокойненько форсят ХГ. Убивают всех и будут ломать здесь сторону просто. Ломают сторону быстренько. И дальше будут играть под бот. И бот-мид, чтобы ждать next Рошана просто. Ну и этого Рошана, этого самого Рошана спокойно законтестить. Вот, тэпается на активку, дальше покупает Акторин. С Акторином плюс левым таликом на 20-м у вас ульта настолько мало кадашится, что вы ей можете просто пачки скипать спокойно. Вот, ну, не всегда, конечно, но просто в некоторых ситуациях можете даже позволить себе ультой пачку скипнуть. Вот докачивает сейчас Акторин, плюс дождут с Рошана. Чуть-чуть можем тот момент промотать, наверное. Но сейчас что-то будет там, Б. На купе агрессирует, потому что там уже, ну, у Рубика финсгрипа, наверное, нету. И из-за глобала не умрет, потому что есть уже Юл. Ну, есть Юл, а там станов особо нету. Поэтому можете себе позволить вот так вот 1х5 их просто кайтить. Просто играю в двойки, чтобы подождать Рошана. ХГ не форси здесь, понятное дело, не будут. Они просто отзонивают врагов, чтобы они не качались. И ждали этого. Ну, и ждут Рошана. Вот. Очень часто ошибка на лоу ПТС, то что челы просто постоянно форсят ХГ, пытаются на него зайти как-то жестко, без какого-либо преимущества, и пытаются играть на киллы. Но здесь, вот если просто посмотреть всю игру, ну там разница, ну киллов на карте, вот на даже 33 минуте всего лишь 25 киллов, но при этом у Radiant преимущество в 23 тысячи. Это все потому, что они играют просто в мапу. Они просто скипают пачки и не дают врагам качаться. То есть много крипов только у Фуриона, потому что, ну, герой такой. Остальные 3 строчки у команды Radiant. Просто потому, что они врагов зажимают, и враги не могут нормально качаться. И они делают только важные киллы и только важные объективы. Ну, и еще у Нетворса много за счет того, что враги... Ой, точнее... Ну да, враги вышки забирать не могут, потому что их зажимают по карте. А Radiant ломает вышки, поэтому, ну, вышки тоже очень много Нетворса дают. Вот просто ждут Рошана, играют под Рошана, контролят активку опять. Нажимают смог, потому что... И идут именно в топ, потому что у врагов есть инфа о том, что они в боте ждут Рошана, поэтому здесь Фурион не боится и качает здесь пачку. Radiant это поняли, и поэтому смакуются именно в топ. Потому что враги сейчас будут максимально не ожидать то, что Radiant смаканутся и побегут в топ. Потому что они вроде под ботом типа играли. Но вот это будет сейчас максимально неожиданный мув, с которым они, скорее всего, убьют Фуриона. Да, вот смаканулись. И убивают Фуриона. Просто это максимально было неожиданно. Выбили бай. Ой, выбили бай. Выбили глобал. МБ... Здесь просто уже ГГ бумы напишут, потому что, ну, без Фуриона и без глобала уже не задефать. Да, пишут ГГ. Вот такая вот получилась каточка. Пишите, кого следующего записать. Вот. Всем спасибо, всем пока.